Доброго дня, дорогие любители лыжных гонок Российской Федерации. Ну, и, наверное, не только. Может, нас и за пределами страны смотрят. В общем, всем хорошего дня, всем прекрасного настроения. И мы сегодня начинаем трансляцию предпоследнего дня чемпионата России по лыжным гонкам. У нас сегодня в программе масс-старт свободным стилем на 300 километров у женщин. Участвуют сегодня в масс-старте 58 спортсменок. Наверное, всех мы представлять все-таки не будем, но, наверное, группу лидеров и несколько еще интересных спортсменок, не входящих в число, мы представим. Ну, пока у нас есть время, есть действительно возможность поговорить, рассказать, кто под каким номером выступает. Ну и начнем по порядку. В общем, под первым номером Лариса Рясина, Санкт-Петербург. Второй номер Мария Гущина, Ханты-Мансийский автономный округ. Третий номер Ольга Царева, Республика Коми. Четвертый Диана Головань, Хакасия. Пятый Полина Кальцина, Ханты-Мансийский автономный округ. Шестой Алия Иксанова, Татарстан. Марина Черноусова, Сахалинская область. Анна Нечаевская, восьмой номер, Татарстан. Девятый Мария Давыденкова, тоже из Татарстана. Десятый Алена Перевозчикова, Ханты-Мансийский автономный округ. Одиннадцатый Дилера Сабирзянова, Республика Татарстан. Ну, кстати, вот на ваших экранах плашечки. Если вдруг не успеваете за мной, то вот есть плашечки с представлением стартовых номеров и имен и фамилий наших лыжниц. 12 номер Виктория Калинина, Сахалинская область. 13 Дарья Сторожева, Калужская область. Мария Истомина, 14 номер Пермский край. Эльмира Гаянова, Кировская область, Татарстан. 15 номер. 16 номер Ольга Репницына, Тюменская область. 17 Ольга Хлопотина, Нижегородская область. 18 Екатерина Ядовина, Архангельская. 19 Анна Медведева, Свердловская. 20 Жанна Муравьева, Татарстан. И 21 номер Татьяна Алешина, Тюменская область. Ну, вот на этом у нас в нашем виртуальном протоколе красная группа лидеров завершается. Ну, на кого еще стоит обратить, наверное, внимание? 24 номер Анна Марковкина, Татарстан. Анастасия Рыгалина, Москва. 28-й, кажется. Ну, здесь давайте вот Евгению Ощепку, наверное, стоит тоже выделить. Тюменская область, 36-й номер. Стартовый. Безусловно, для болельщиков из Республики Коми 44-45 номера Виктория Мелина, Инна Костюченко. 47-й номер Анастасия Рябова из Тюмени. Ольга Яшина, Московская область, 56-й номер. Вот, 58 всего спортсменок. Самая молодая у нас Александра Шимолина, 58-м номером, 2000 года рождения, кандидат в мастера спорта из Республики Хакасия. Ну и раз, опять же, мы сказали про самого молодого, самой опытной является у нас Ольга Михайлова, Тверская область, и Виктория Милина, Республика Коми. Обе спортсменки 1981 года рождения. У нас остается 10 минут до старта. Ну и в студии у нас сегодня главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Владимирович Нутрихин. Андрей, добрый день всем. Да. Что сказать? Если вдруг у кого-то есть вопросы к Андрею Нутрихину, какие-нибудь интересные, ну, вдруг кто-то хочет что-то спросить, там, не знаю, про Республику Коми, про систему подготовки, про то, как вообще выстроен тренировочный процесс, ну, и многое-многое другое, то, в общем, мы сейчас давайте зайдем в группу Федерации лыжных гонок, Российской Федерации непосредственно, да? Там пока, я так понимаю, еще ссылочки на трансляцию нету. Ну вот мы видим ближайшая запись в группе Федерации лыжных гонок. Она посвящена вчерашней эстафете. Там фотоотчет из группы спорта Республики Коми. В общем, если у кого-то есть вопросы, можете потихоньку в комментариях к этой записи, к этому репосту и закидывать. Будем по мере появления вопросов на них отвечать. Ну, если не будет, у нас тоже есть у самих к Андрею довольно много интересных вопросов. Есть, в общем, о чем поговорить. Ну вот, Андрей, начнем, наверное, стандартно. Сегодня будем жить сегодняшним пока что днем. 3 спортсменки от Республики Коми: Ольга Царева, Виктория Милина и Костюченко. В общем, чего мы ожидаем от сегодняшних гонки от наших спортсменов. Ну, для начала хочу сказать спасибо большое, что пригласили. Наверное, впервые я нахожусь вот так вот в комментаторской кабине перед экраном, а не внутри гонки, как это обычно происходит. Но что касается наших спортсменок трех, то я думаю, в первую очередь, конечно, это Ольга Царева. Она очень неплохо выглядит на этом чемпионате. И будем надеяться, что она сегодня у нас покажет хороший результат, попадет в призы.
Вот. Ну а как сложится эта гонка, это, конечно, всегда загадка для любого тренера, потому что каждый новый день и самочувствие у спортсменов всегда немножко отличается, потому что конец сезона и, в общем-то, усталость накапливается. Тем более, что программа чемпионата несколько нестандартная. Если вы помните, он начался со спринта, потом продолжится с киатлоном. Ну и остальные гонки, те, которые уже прошли, конечно, наложили отпечаток на самочувствие. И, в общем-то, честно говоря, погода такая солнечная, великолепная, когда выходишь на солнышко, немножко даже иногда хочется поспать. Да, поспать, да. Вот. Но, тем не менее, спасибо большое всем, что и тренеры, и спортсмены держат себя в тонусе. Все-таки это их работа, и нужно, в общем-то, бороться, стараться, бежать и за свой, каждый, естественно, за свой регион, и, в общем, показывать результат максимальный. И это мы наблюдаем. Вот, например, вчера в эстафете у некоторых спортсменов видно было из разных регионов было не очень хорошее самочувствие. Практически в каждой команде был какой-то небольшой провал на каком-то из этапов. В том числе и у тех спортсменов, которые, в общем-то, достаточно сильные являются. И, конечно, видно было то, что ребята и девочки стараются, да, но, возможно, ничего с собой поделать не могут. Тут уже никуда не деться, да. Вот, но то, что касается, в общем-то, остальных двух спортсменок, Мелина Виктория и Костюченко Инна. Инна Костюченко — это такая молоденькая гонщица у нас, да, и мы думаем, что она дальше продолжит свою спортивную карьеру и будет заниматься, и будет показывать высокий результат, потому что действительно она в возрасте юниорском себя очень неплохо проявляла. Сейчас небольшой, скажем так, спад у нее, но обычно это так у спортсменов и происходит. А вот Мелина Виктория — это достаточно наша известная марафонка, которая выигрывала марафоны в городе Апатиты. И дальше, если вы знаете, чемпионат там и продолжится на Кольском полуострове. Вот. И сейчас самочувствие у нее не из лучших, но думаю, что, в общем-то, сегодня постарается побороться за 50 десятку. километров в Мончегорске, да? Да, 50 будет в Апатитах. У женщин в Апатитах, у мужчин в Мончегорске. Да. Понятно, Андрей. Ну, у нас 6 минут еще есть до старта, так что есть еще немножечко времени. Сегодня у нас, я так к нам подходил предварительно, вроде говорили, будут круги по 5 километров, но сейчас операторы показали по 10. Разъясни, внеси ясность. 3 по 10 или все-таки 6 по 5? Вот как-то... Вы знаете, честно говоря, тут большой разницы нету для спортсмена. Мы все давно знаем эти трассы. Ага, вот мне уже тренеры передают по рации, я чуть-чуть сделаю потише. Значит, тренеры сейчас на подстраховке находятся. У всех команд вначале происходит так, что подстраховать надо в масс-старте спортсменов с инвентарем, с палками, чтобы если вдруг случатся какие-то переломы инвентаря, то сразу же заменить это. Вот, девочки сейчас выходят на старт, мы видим, да, уже греются, прыгают, разминаются, делают различные упражнения, чтобы не замерзнуть. Вот так, что-то я потерял мысли, о чем мы говорили. Не, все нормально, все хорошо. Мы говорили о кругах. Заговорился, да. Но так бывает. Я хотел сказать, что разницы большой нет, потому что мы, ведь все спортсмены, бегающие в России, прекрасно знают город Сыктывкар и прекрасно знают эти круги, поэтому если вдруг какие-то изменения происходят в ходе, в организационном там, решении организации лыжных трасс, то это не составляет какого-то такого шока, понимаете, и поэтому вот сейчас вот, по крайней мере, я так и представляю, что круги по 5 километров, что для меня новость, что по 10. Вот. Единственное, что я хочу сказать, вот вы, наверное, видели организацию стадиона, да, и то, что спортсмены будут иметь возможность поменять лыжи. Вот, если это потребуется. Ну, естественно, смазочные команды работают не уставая у нас и откатывают все новые смазки скольжения и будут выкладывать спортсменам в бокс. Я так думаю, что если у кого-то возникнут проблемы, то тогда, значит, они передадут тренерам на дистанции. И мы в прямом эфире для наших лыжниц из Республики Коми скажем, надо ли, не надо менять. Да. Будем говорить, давай меняй. Ну, вот как раз нам показывают 45-го номера Инна Костюченко. Наша молодая спортсменка, 95-го года рождения, мастер спорта из Республики Коми.
Все понятно. Первый вопрос есть, Андрей. Ну, давайте мы сейчас дождемся все-таки старта и будем потихоньку перейдем к нему. Может, там еще что-то появится. Буквально сейчас 3 минуты. Вот сейчас главный судья, да, главный судья буквально там небольшой инструктаж перед стартом, ну, то, что нужно замереть и не шевелиться и так далее, потому что ну, все это достаточно строго, и я думаю, все спортсмены это знают. Вот мы видим, что в стартовом протоколе у некоторых спортсменов желтые карточки имеются. Это, скорее всего, связано с фальстартами. Головань Диана, Истомина Мария и Мелина Виктория. Желтая карточка, если будет вторая, то тогда, значит, спортсмен дисквалифицируется на эти соревнования, то есть на текущую гонку. Да. Ну, видишь же в этом чемпионате страны фальстарт Александра Большунова тоже был с желтой карточкой спортсмен. Да, в спринте. Сошел в итоге со спринта, да, был снят. Нет, сошел это другое. Снят. Сошел это, здесь он был дисквалифицирован на эту дисциплину. На эту дистанцию, да. Так. Ну, Кого мы, наверное, здесь будем смотреть, Андрей? Кто является главными соперницами Царевой? Кто является главным фаворитом еще этой гонки? Так, вот сейчас спортсменки выходят на стартовую позицию, будут занимать, а нам сейчас достаточно просто посмотреть всех фаворитов, потому что стартовый протокол в масс-старте формируется таким образом, что лидеры стоят впереди. Формируется он как раз из расчета рустпунктов, так называемый процент проигрыша победителей розыгрыша Кубка России или Чемпионата России. И впереди у нас стоит до 21 номера красная группа. И вот эта красная группа, скорее всего, и будет соревноваться сегодня за призы. Но хочется отметить, что, в общем-то, есть спортсменки, которые и как раз за этой группой достаточно так же сильны. Давайте посмотрим сейчас вот старт, смотрите, как великолепную картинку нам показывают. Ну, оператор у нас приловчился. Да, молодец. Оператор знает, с какого ракурса лучше снять девушек. Так что у нас операторы молодцы. Ну, давайте. Сейчас замирает уже практически, готов к старту у нас спортсменки. Вопрос про круги был более связан, наверное, даже не сколько с тонкостями тренерской работы, сколько с тонкостями работы операторов. Мы прекрасно понимаем, сейчас у нас спортсменки убегут в лес, и мы, грубо говоря, потеряем до самого выхода на стадион, до ближайшего. То есть будем следить по трекеру, будем наблюдать за контрольными отсечками, кто на каком месте идет. Ну, насчет кругов, давайте посмотрим старт в начале. По-моему, осталось 20 секунд. Ну вот 15 же, да, вот мы видим здесь часы прямо по центру на стенде чемпионата России указан 8 секунд. Предпоследняя гонка у нас чемпионата страны, последняя в женской зачете, ну, именно в Сыктывкаре. И вот ну все, в добрый путь, девчонки. Да, вот мы видим Ольгу Цареву, 3-й номер, Республика Коми, и сразу же вместе с своими коллегами по стартовому ряду, вместе с Марией Гучин, Ларисой Рясиной, ну, даже уже вот на первое место. Первое-второе сейчас место Ольги Царевой. Хорошее настроение Ольга была вчера, удалось нам с ней пообщаться, поговорить после старта, после финиша, прошу, эстафеты. Ну и предупреждаю будущее, скажем так, исчезновение лыжниц в лесу, стоит отметить, что у нас не только сегодня в студии главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин, но есть запланировано еще и показ несколько пресс-подходов, которые мы вчера записывали после эстафеты. И первыми увидим довольно скоро в сеточке спортсменок из Тюменской области, Татьяна Алешина, Овчарук. Напоминаю, вчера Тюменская область выиграла эстафету. Вот, Андрей, стало ли это сюрпризом? Ну, конечно, сюрпризом это не стало. Мы все прекрасно понимали, что действительно Тюменская область в этом сезоне сильна. И спортсмены выступали, которые у нас в Пхенчхане на Олимпийских играх, они как раз вот оттуда из Тюмени, часть спортсменов. Это мужская, а вот женская. Вот у женской там практически никого. Ну, женская команда, в общем-то, тоже собрана из непростых спортсменок вот в Тюменской области. Не хотелось бы как-то задевать? Отмечать или задевать, да, хотя я вчера об этом высказался, что
В общем-то, в Тюменской области собраны спортсмены из разных областей, но отдельно хотелось бы сказать спасибо за то, что как раз вот именно Тюмень помогает тем областям, которые не имеют средств для существования именно спортсменов в лыжных гонках. Поэтому это очень большое дело, да, хоть и, может быть, кто-то завидует этому, кто-то еще как-то, но дело в том, что благодаря как раз Тюмени мы имеем этих спортсменов вот в действии, можем наблюдать их спортивные результаты, высшие достижения. Если говоря про Сашу Большунова, да. Ну, здесь палка о двух концах, мы понимаем, да. Да, с одной совершенно стороны, верно. что вроде как бы неправильно, да, то, что Тюмень забирает лучших спортсменов себе и потом внутри российском уровне всех рвет и мечет. Но с другой стороны, благодаря Тюмени они действительно развиваются, и вот мы видим и результаты, и Денис Спецов, и Александр Большунов, выступая за Тюмень, действительно сделали шаг вперед в своем спортивном развитии. Да, совершенно верно. Вот я так думаю, что вряд ли Александр Большунов, тренируясь в Брянской области, достиг бы, наверное, таких результатов. Конечно, это связано все с финансированием в первую очередь. Но нет, не будем говорить про финансирование. Да, в первую очередь, конечно, желание спортсмена тренироваться и показать результат, желание тренеров и так далее, а потом уже финансирование — это дополнение. Ну и условия подготовки. И условия подготовки, да, естественно. Но отсюда это уже как вытекающие, да. Вот. Но еще раз хотелось бы, по большому счету, я еще раз говорю, вроде бы как бы здесь что-то как-то неправильно, но на самом деле, по большому счету, действительно, да, это большая помощь для спортсменов талантливых из каких-нибудь регионов, которые, будем так говорить, не то чтобы бедные, не бедные, но вот в этом виде спорта недостаточно развиты. Ну вот мы видим первая промежуточная отсечка между лидерами, там 2 секунды максимум, вмещается в этом времени Мария Гущина, и Анна Нечаевская из Татарстана, и Лариса Рятина, и Ольга Царева. Ну вот Анна Нечаевская в свободном стиле чувствует себя получше, мы это прекрасно с вами все знаем, есть у нее в активе бронзовые медали, серебряные медали уже этого чемпионата, наверное, горит желанием Анна, бронзовый призер Олимпийских игр, добавить в свою коллекцию и золото. Ну вот у Ольги Царевой, например, есть золото и серебро этого чемпионата, и мы бы хотели, наверное, чтобы как минимум коллекция была разнообразна. Да, действительно. Как минимум. Вот, ну, напоминаем еще раз, что скоро у нас будет вставочка из интервью, записанного вчера Татьяна Алешина и Ольга Кучерук, как раз лидеры Тюменской области. Как только мы увидим на экране непосредственно запись небольшую вчерашнего дня, значит, интервью вот-вот подоспеет. Ну, для вас, Андрей, сейчас привет из трансляции ВКонтакте. БНК. Спасибо большое. Большой привет Андрею из Ихты от Мошкиной, в скобочках Егоровой Веры. Ну, и вот как раз переходим мы сейчас к эстафете, возвращаемся на пару минут в день вчерашний. Вы видите кадры с эстафеты, с записи от 30 марта. Напоминаю, что у нас сейчас 31 число, в общем, на календаре. И сейчас мы смотрим масс-старт женщин. Просто на пару минут решили вспомнить мгновение эстафеты, чтобы подвести к интервью победительниц вчерашнего забега. Вот прекрасные тоже кадры, прекрасные планы операторов, проект на лыжи, арбитры. Вот, Тюменская область, напоминаю, вчера тут, на по-моему, финише. как раз Это финиш, да, вот да, Ольга вот. Царева, третий. Или Белорукова это. Белорукова. Да. Вы же сами знаете. Уже вчерашний день, да, забывается. Мысли только вперед, только вперед. И вот финиш команды Тюменской области. Довольно уверенно Ольга Репницына на финише опередила Анну Нечаевскую, хотя, вот честно, прогнозировал немножко другой исход. Ожидал, что Татарстан Нечаевская вырвет себе золото. Ну, вы знаете, это всегда так и получается. Никто не может накануне угадать, как же нужно расставить этапы эстафеты таким образом, чтобы победить. А вот получается, как получается. Потому что, еще раз повторюсь, спортсмены даже могут только предполагать. Да, с победой как-то уже успели отпраздновать, может быть, какие-то эмоции у вас положительные. Родители, может, уже позвонили, поздравили. Да, уже все позвонили, нас поздравили. Конечно, мы рады, что выиграли. Немного не ожидали, что на третью, на тройку хотя бы.
Мы очень рады, что именно все получилось. Мы не ожидали не потому, что мы слабая команда, а потому что мы молодая команда. Ну, у нас молодой состав, потому что участвует. Но у нас все получилось, да, как видите, мы победили. Отпраздновать мы не успели, сидели на допинг-контроле. Ну, отрыв в эстафете сегодня во многом сложился на стартовом этапе, на стартовых даже двух, наверное, этапах. Я думаю, что каждый этап влиял. Какие у вас еще планы сейчас на оставшийся чемпионат, на завтрашнюю гонку, наверное? Кто побежит, кто нет? И как будете поддерживать своих коллег? Ну, завтра просто поучаствовать. Я выхожу на старт, Оля пропускает гонку, у нас завершился чемпионат. Ну, я просто поучаствовать хотя бы, это не моя дистанция. Да, я буду всячески помогать, там, поить, что нужно сделать. Ну, вы еще сегодня... мы уже все сделали сегодня. Вы еще сегодня помогали и поддерживали еще и мужской команде, которая выиграла. Да, конечно. Ну, мужская команда являлась одним из лидеров. Были ли, может быть, сомнения, что кто-то окажет борьбу, или верили сразу? Нет, конечно, нельзя недооценивать соперников. Естественно, мы думали, что Удмуртская республика, между прочим, Московская область, да, Республика Коми, сильная команда. Но, естественно, верили в лучшее, и все получилось. Вот, было интервью Ольги Чурок-Алешиной, чемпионок России в эстафете. Ну, а на студии, напоминаем, главный тренер республики Коми Андрей Нутрихин. И у нас на экране болельщики, ожидающие прихода на стадион лыжниц после первого круга. Напоминаю, у нас сегодня масс-старт в свободном стиле. Мы видим очередную контрольную отсечку. Группа лидеров довольно тесно по-прежнему продолжает идти. Мария Гущина лидирует, Нечаевская Анна вторая, а Ольга Царева из республики Коми третья. Вот, Андрей, вопрос вот к вам поступил. Как удается сочетать музыку и спорт? Что для вас важнее, когда ждать новый альбом? Ну, вы знаете, дело в том, что любая музыка, она вся вечером, поэтому здесь никакой проблемы нет, музыка никак не мешает вообще спорту. Спорт весь начинается утром, а музыка вечером происходит, поэтому самое главное, что, вы понимаете, я, наверное, вот задумывался об этом, вот я могу, находясь на тренировке, услышать какие-то мелодии, да, вот так далее, потом воспроизвести их на гитаре, какие-нибудь простенькие, потом это все перерождается в песню. Вот, поэтому я еще раз повторюсь, главное, ну, скажем так, попытаться их услышать, потом как бы воплотить это в жизнь. Поэтому, ну, я не знаю даже, я так думаю, что до сих пор это у меня не особо получается. Хотя есть выступления, конечно, есть там пару концертов, в которых я принимал участие. Буквально несколько дней назад. Да. Понятно. Ну, дорогие друзья, если у кого-то есть еще вопросы к главному тренеру сборной Республики Коми Андрею Нутрихину, то вот группа Федерации лыжных гонок России, пожалуйста, крайняя запись, закрепленная там репост, я так вижу, фотографии с вчерашней эстафеты. Можете заходить, оставлять свои вопросы. Объясню просьбу задавать вопросы именно там. Мы вот ваши комментарии с Ютуба, честно, не видим. Вот, даже вот привет Андрею из Ухты, который передавали, это тоже вот в той записи нам наши коллеги помогли, подсказали, выложили. Мы комментарии в Ютубе пересматриваем уже после трансляции. Вот, ну, видим сейчас пока в левом верхнем углу трекер оранжевый. Такой девочки мигающий, поднимаются там в подъем, показывающий, где смотрю, находится лыжница. Вот. Ну, непосредственно вчера был такой вопрос, Андрей, наверное, почему вот, все-таки именно такой состав был на эстафету у команды Республики Коми, касается, наверное, первого этапа. У женщин? У женщин, да, у женщин. Ну, значит, дело в том, что мы, ведь, как я еще раз повторюсь, мы до конца, никто не знает, ни спортсмены, ни тренеры, как все сложится в эстафете, но дело в том, что для того, чтобы была хоть какая-то логика, да, в расстановке этапов, мы, естественно, смотрим по предыдущим гонкам, как спортсмены пробежали и в каком они состоянии находятся. Естественно, то, что если спортсмен как-то не домогает или что-то, и это уже сразу видно, естественно, конечно, лучше его ставить или во вторую команду, или не ставить вообще эстафету. Поэтому, в общем-то, вот этот вот состав так и выглядел.
Вот. Но, честно признаюсь, Ольга Рочева несколько не в лучшем состоянии находилась как раз именно вот в день эстафеты, поэтому получился такой провал немножко на первом этапе. Ну, вот остальные все... в одном моменте, когда надо прервать все, очередная осечка. Группа лидеров все в том же самом. Замечается, что Гущин, Царева, Голова, они меняются друг с другом, идут по голове. Да, вот жалко, конечно, у нас на том месте нету камеры, но вот трекер показывает, что они все перемещаются большим пелетоном, да, вот, или он лидеров показывает? Он показывает, да, лидеров. Ага, ну понятно. Ну, я так думаю, что там такая трасса достаточно широкая, но они, как правило, в марафоне спортсменки предпочитают идти друг за другом для того, чтобы, ну, кто-то, может быть, экономить силы, это такая, скажем так, тактическая борьба. Кого устраивает ход лидера, совершенно верно. Если чувствуешь себе силы, можно их сэкономить, на финише все решить, поэтому, как ни странно, именно в марафонах чаще всего смотрели, решают доли десятой секунды на финише. Я прекрасно помню, там Илья Симиков, по-моему, да, несколько лет назад, там 3 спортсмена финишировали с разницей в десятую секунду в марафоне. Ну, мы разговаривали с вами про эстафету, и вопрос еще такой, соответственно, тоже поступал. Если на примете у нас молодые спортсменки, наверное, юниорского возраста, кто вот в будущем может войти, наверное, в эстафетную команду Республики Коми, кто на самом высоком уровне может себя проявить. Именно, опять же, у девушек это идет речь. Раз мы сегодня женскую гонку смотрим. Ну, с девочками и девушками, и женщинами вообще не только в Коми, но и в России немножко проблема, потому что много есть причин, наверное, не будем сегодня их называть. Дело в том, что понятно, что на этапе, когда девчонки переходят, ну, поступают куда-то в вузы и так далее, может быть, родители кто-то против занятий лыжами. Вот смотрим, нам показывают спортсменов, потом договорим, да? Ну, да, вот Нечаевская у нас выходит вперед, я вижу слева Гущина, и Царева Мария, справа, да, Царева. 21 номер еще, Татьяна Алешина из Тюмени. Татьяна Алешина. Да, ну, в общем, вчера тоже, как вы видели, девчонки говорили про эстафету. Они сказали, что задача просто пробежать. Хочу отметить, Виктория Мелина, 44 номер, у нас вот тоже держится в головке пока что. И я смотрю, что ход у нее достаточно легок. То есть, значит, она сегодня может так побороться, честно говоря. Вот. Это ну, уже вот группа отстающих, есть у них еще по-любому время наверстать? Или вот, глядя на этот ход, вряд ли? Но я еще раз повторюсь, мы же примерно представляем, что первое место одно, да, и есть те, которые в лучшем состоянии находятся, есть те, которые в худшем, и есть те, которые просто, честно говоря, не настолько тренированные, как вот лидеры в данном случае, да, поэтому мы примерно представляем, кто какое место может занять. Но еще раз, это мы только предполагаем, еще раз повторюсь, только предполагаем. Вот сейчас видим, как порядка 30 спортсменок, да. И вот, значит, те, которые как раз 30-е, это не значит, что они вот действительно прям уже не могут, да. Бывает такая ситуация в гонке, то что лидеры рвут вперед и выдыхаются после там 20-го километра, могут там встать, да. Ну, не хватит у них сил. Ну и с точностью до наоборот. Те, которые держались где-то в районе 30-го места, они могут выйти вперед. Это так, как было на Олимпийских играх Жени Дементьева. Да, где-то ехал все позади в скиатлоне, и тут раз выскочил и стал олимпийским чемпионом. Вот такое тоже бывает. Это, конечно, сюрприз. Так, Инна Костюченко вот у нас как раз в отстающих, 45-й номер. 43 место, и там уже. Но я хочу сказать, что секунд. это тоже неплохо. Вот она попала, смотрите, как в кадр хорошо. То есть мне очень приятно, что наш комбинезон Республики Коми очень хорошо виден в Масс-старте. И более того, когда мы находимся с тренерами на трассе, мы четко выделяем, кому передать, в общем-то, напиток. Потому что когда примерно одинаковые комбинезоны, да, у всех, или сборной команды, непонятно, кто бежит. Даже учитывая то, что со спортсменом находишься постоянно на тренировках и так далее, знаешь, какая у него техника, какое что,
лицо, там вот это волнение, не поймешь, кому же дать напиток. Маленькие тактические хитрости в плане комбинезона от команды Республики Коми. Андрей, вот вопрос стандартный еще появился. Кто, по-вашему, фаворит гонки, если не секрет? Ну, вы говорили, конечно, что каждый спортсмен из красной группы может выиграть, но все-таки. Вы знаете, наверное, можно отметить, вот сейчас вот глядя по ходу, да, как мне кажется, можно отметить Нечаевская Анна, Царева Ольга, Головань Диана, это, значит, из Республики Хакасия, да, потом... Татьяна Алешина, наверное. Татьяна Алешина, да. Ну, вы знаете, можно десяток таких спортсменок сказать, потому что они сейчас идут все плотной группой, вот. Все-таки это я вам зачитал по протоколу практически, да, а вот видя так как они идут, ход у всех достаточно пока что такой, ну, с запасом, будем так говорить. Тем более поэтому это 5 сложно. Километров. Да, кстати, что касается кругов, вот я так понял, что совершенно не ошибочно сказали, что круг 10 километров, да, а на Судейской говорили 2 пятерки. Ну, то есть просто ошибка в том, что... В трактовке. Да, первую пятерку бегут спортсменки Березняк, так называемый наш, потом приходят на стадион, разворачиваются и бегут левую пятерку, после чего идут на транзит. Вот так и получается 10 километров. То есть 2 разных круга, да. Мы просто в голове представляем, что 2 пятерки Березняк и левая женская. Вот и все. Поэтому ошибки нет ни у кого. Понятно. Андрей... Вот показывают нам стадион, смотрите, да, транзитный круг левее сейчас находится, а те, кто будут менять лыжи, идут по большому радиусу в боксы, которые сейчас располагаются влево. Это порядка круг, преодолевают они порядка лишних 15-20 секунд. Вот, пожалуйста, со смазочной команды, по-моему, из Тюменской тренер уже положил лыжи, значит, поступила информация о том, что лыжи, может быть, работают недостаточно, и, возможно, спортсменка из Тюменской области будет заходить как раз на пит-стоп. Вот, Андрей, привет вам еще из Ухты, от Ирины Третьяковой теперь уже. Андрей, вам приветы все женщины передают, жена не будет ревновать? Да, поругает, наверное, сегодня, чувствую. Да. Расскажите, какие планы на летний подготовительный период и как формируется сборная команды Республики Коми на следующий сезон? Значит, сборная команда Республики Коми, как и любая другая команда региона и команда сборной России, конечно же, формируется по результату спортсменов. Вот, значит, какие планы? Ну, у нас в планах провести 2 выездных сбора летом, 1 осенью. И, в общем-то, начать подготовку, вернее, здесь в Сыктывкаре, потому что у нас великолепное место здесь, великолепный стадион, великолепная роллерная трасса. И, конечно, в этом преимущество нашего региона, потому что у нас это есть дома. Не каждый регион может похвастаться таким стадионом. Вот. Удаленность стадиона от города достаточно... мало, там 10 километров, входит рейсовый автобус, то есть в любой момент можно приехать тренироваться. Это не то, что в Тюмени. Прекраснейший стадион, великолепный, современный, но 40 километров, и ни один рейсовый автобус туда не идет. Вот как добраться человеку, который... Без машины. Да, без машины, и, то есть вообще совершенно на такси не наездишься, поэтому... Потом удаленность географическая от центра, то есть от Москвы, тоже совершенно недалеко. У нас сейчас тренеры из разной команды ездят прямо на своем автобусе, приезжают, вообще никаких проблем. Тем более теперь еще есть и осенью система искусственного снижения, которая позволяет пораньше и на снег вставать. Да, совершенно верно. То есть мы практически в конце октября можем уже проводить тренировки на лыжах, как и состоялось последние 3 года у нас. Поэтому... скажем так, пытается директор учреждения и, в общем-то, вся команда, которая работает здесь в Центре спортивной подготовки, пытается идти в ногу со временем и, конечно, знает все новшества, которые у нас в этом виде спорта, и стараются это продолжать
продвигать и развивать, самое главное, что очень, конечно, приятно и отрадно. Ну вот не менее приятно, наверное, то, что на отрезке 7,1 километра Ольга Царева по-прежнему в группе лидеров, ну и, в общем, даже эту группу возглавляет. Ну, Анна Нечаевская рядом. Рановато, как мне кажется. Ну, она, видите, не выходит же вперед, она не делает какой-то отрыв, не пытается убежать. Да, кстати просто говоря, промежуточный. Кстати говоря, это так само собой может получаться, когда спортсменки со спуска накатываются друг на друга в потоке, и таким образом кто был там 5-й, 6-й, шел, выкатывается на первую позицию, как раз это происходит на отсечке какой-либо. Ну, здесь, видите, тем более все в одной секунде, практически 5 человек, поэтому здесь ничего такого да, то есть удивительного нету. После следующего спуска может быть... Так, кстати, вот нам показывают сейчас старт эстафеты женской. Эстафеты женской, старт вчерашний. И это означает что? Это означает, что буквально сейчас, через минуту, мы увидим интервью с Анастасией Власовой, спортсменкой из Республики Коми. Вчера выступала Анастасия на втором этапе, на классическом этапе за команду Республики Коми. Так что мы ее поймали, не дали ей убежать. Неуловимую Анастасию. Так что сейчас нам еще немножко продемонстрируют эти кадры. Напомним, как это было. Напоминаем, опять же, что у нас сегодня масс-старт. Сегодня 31 число. И вы сейчас просто на 2 минуты окунетесь в перипетии борьбы в эстафете. Вот мы видим как раз здесь Тюмень. Впереди лидирует Московская область рядом. Москва, простите. Вот, Северо-Запад федеральный округ. Но это второй этап. Вот именно вот на этом этапе бежала Анастасия. И именно на этом этапе был вот такой расклад, который серьезно изменился к финишу. Там, очень даже серьезно. И остался неизменным только лидер. Ну, у мужчин, в принципе, лидер неизменным был вообще на всей дистанции. Анастасия, доброго дня. Команда сегодня завоевала бронзовые медали. Переживали, поддерживали своих коллег по команде, ну и сами недовольны своим выступлением на своем этапе. Ой, знаете, сегодня такая тяжелая гонка произошла. До последнего этапа мы не знали, что займем бронзу. Боролись, болели за наших, конечно, поддерживали. Старались поддержать как можем, только морально. Бронза, наверное, все-таки заслуга больше даже на последнем этапе у Юлии Белоруковой, да? Как-то поблагодарили, как-то поздравили. Конечно, мы обнимались, целовались. Мы очень благодарны. Молодой человек Юрий Белорукова не будет ревновать, потому что вы целуетесь с ней? Нет. Еще будете выступать на чемпионате или все, это была последняя гонка? У меня сегодня была последняя гонка, я уже пробежала 5. Думаю, это достаточно. Силы на исходе. Понятно. Ну и какие планы теперь на остаток сезона, на лето, может быть, уже? Ну, впереди у нас еще чемпионат России в апатитах, мы бежим 50 км классикой. И, в принципе, я думаю, сезон можно закрывать. На лето планируем тренироваться, увеличивать нагрузку и показывать свои лучшие результаты в следующем году. Вот, было, да, интервью с Анастасией Власовой, представляющей Республику Коми, бронзовым призером в эстафете вчерашнего дня. Но у нас сегодня свободный стиль, 30 километров масс-старт. Если кто-то только недавно подключился, в студии у нас главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин. Ну и вопросы для Андрея можете задавать в крайней записи группы Федерации лыжных гонок России. Напоминаем, там прикреплена у нас сделан репост вчерашних фотографий с эстафеты, и вот под этим постом можете задавать свои вопросы. Вчера хотели, конечно же, поговорить, наверное, с Юлией Белоруковой, но вот на Юле уже такой груз сложился, да, завалился, и решили честно, ну, лишний раз уже не тревожить. Вот, и видно по ней, как она тяжело это все проходит. Вот, Андрей, как Юля справляется с этим вниманием, которое на нее свалило, с этим грузом, с такой, скажем, атакой средств массовой информации, болельщиков, поклонников? Ну да, действительно, такая большая атака в последнее время на нее, но связана, сами понимаете, с великолепным ее результатом на Олимпийских играх. Но я так думаю, что достойно она все это воспринимает, великолепно дает интервью, совершенно раскованно, совершенно свободно, и самое главное,
ее убеждения, то, что она говорит, это, конечно, вызывает гордость и гордость за Республику Коми. Вы понимаете, вот ведь человек, когда он немножко кривит, да, душой, он как-то по-другому разговаривает. А Юля совершенно открытая девушка, совершенно такая, ну, как бы улыбчивая такая, да, с солнечной улыбкой такой, постоянно не унывает, хотя, я признаюсь, когда видел ее в более таком грустном состоянии, когда ей уже все надоело вот это вот, и я ее не раз просил прийти сюда к вам в комментаторскую кабину, она говорит, ну давайте, не надо, потому что мне уже это все вот так, понимаете, это ведь тоже требует затраты энергии, и самое главное, это отнимает тренировочное время, что очень печально для любого тренера, потому что, допустим, ну, есть определенные обязательства, она понимает это перед республикой, да, когда нужно идти куда-то на телевидение или на интервью или что-то, а в это время должна тренировка происходить. Понимаете? И тренер говорит, ну ты куда пошла? А вот есть надо. Такое слово надо, да. Ну, и видим, за это сейчас... ей, конечно, большое спасибо, потому что она действительно лицо республики в этом виде спорта. И очень симпатичное лицо. Ну, видим, сейчас на 9 километрах на 9 километров отрезке ничего практически тоже не меняется. Гущина, Нечаев, Коцарева. Ну, в общем, вот эта плотная группа, которая идет сейчас к десятке, да, к отметке 10 километров, снова должны появиться на стадионе. Здесь, в общем, ничего такого не меняется, только прям вот так, кто-то одна спортсменка, кто другая выходит на первое место, но это место первое, которое может в любой момент оказаться и в 25-м. Да, сейчас идет, как говорит наш любимый комментатор, проверка паспортов, и я так думаю, девчонки вот немножко уже начинают добавлять темпа. Анна Нечаевская, 8 номер. Вот я смотрю с Алена Перевозчикова там тоже 10 номер, и Лена Головань, Да, совершенно верно. И вот хвостик так потихоньку начинает растягиваться, если вот, обратите внимание. Интервал появился хороший между вот этой плотной, опять же, группой и группой такой преследователей. Вот обращаю внимание, все номера как раз до 21-го красная группа, вот что-то там 27-й номер замелькался, это Калугер Габриэлла. Тоже, кстати, да, тоже, кстати, достаточно сильная гонщица. Так, вот сейчас давайте мы сейчас 36-й. Да, и сейчас посмотрим. Ну и 40-й тут номер есть, видите, да. Это у нас Светлана Плотникова из Ханты-Мансийского округа. Ну вот никто не заходит все-таки в боксы. Видимо, действительно рановато пока что делать смену лыж. Ну, значит, все нормально. Ведь видите, когда спортсменки едут все вместе, катятся со спуска, они примерно понимают, у кого какие лыжи, как кто выглядит. Вот я еще раз говорю, это некая такая проверочка идет, как рядом соперник идет, стучит ли он по палкам, по лыжам или нет, как он себя чувствует, потому что когда уже неумышленно идет такой контакт некоторый, да, касание или что-то, это значит потихоньку соперник начинает терять контроль над ситуацией, то есть он идет уже экономя свои силы максимально, там не перемещаясь, ничего в общем, не предпринимая, да, никаких действий, то есть он уже, значит, дышит тяжеловато, да, поэтому я так думаю, что они сейчас как раз вот начинают друг друга чувствовать, уходя после отметки 10 километров, уходя на второй круг, в общем-то, 10-километровый. Андрей, ну, еще пара вопросов про Юлию Белорукову, чтобы... Вот сейчас смотрите, тренер передает как раз напиток. Питание. Ну вот, про Юлию, опять же, вопрос. То есть можно сказать ли, что она звездной болезни Юлию не поймала? Ну и почему, собственно, она не бежит сегодня 30 километров, наверное, усталость или какой-то другой фактор? Ну, действительно, то, что она не бежит, это уже мы с ней разговаривали о том, что... Алия Иксанова, извините, да, меняет лыжи из Республики Татарстан, мастер спорта международного класса. Значит, вот, есть какие-то проблемы, да. Да, так вот, про Юлию. В общем-то, то, что она не бежит, да, она сразу уже в интервью даже говорила перед чемпионатом, что она не побежит длинную дистанцию, потому что действительно сложный сезон у нее сложился и, наверное, не стоит. И я так думаю, что задачу сезона она выполнила даже с блеском. Да, не знаю, какое слово подобрать.
Так, а что вы еще спросили? Про звездную болезнь не поймала, получается? Ну, вы знаете, это звездной болезни у нее не будет, наверное, никогда, потому что она сама по себе человек такой очень простой, человек с Сосногорска, который тренировалась и тренируется у совершенно простых, великолепных тренеров. Это Галина Константиновна Ветрова и Александр Иванович Ветров, такой семейный тандем. Вот. И те люди, которые как раз воспитывают спортсменов и спортсменок так, как это требуется, как это нужно. Поэтому, конечно, за это большое им спасибо. И, конечно, с Юлей никогда не возникает проблем. Хочу, не хочу, буду, не буду. Такого у нее нет просто. Вот если я приезжал, например, в Тюмень на соревнования, говорю: Юля, вот собираемся во столько-то сфотографироваться в новой форме. Никаких проблем не возникает, понимаете? То есть совершенно элементарные вещи она воспринимает очень просто и по-человечески. Не Поэтому... просто тренировали, но еще и воспитали спортсмена образцового. Это вы имеете в виду про семейную чету Ветровых? Да, совершенно верно. Андрей, вот еще один вопрос поступил. Видим, как стабильно, хорошо на этом чемпионате выступает Ольга Царева. Есть ли шанс у Ольги закрепиться в следующем сезоне в составе сборной и также стабильно, например, выступать на Кубке мира? Да, конечно, я так думаю, что тренерский совет сборной Федерации лыжных гонок России рассмотрит ее кандидатуру на зачисление в состав сборной на централизованную подготовку. Но это будет известно уже после окончания чемпионата, после длинных дистанций. Сейчас есть проекты определенные, но это только лишь пока что разговоры, поэтому понятно, что у каждого есть тренера сборной команды, есть предпочтение определенное к какому-либо спортсмену, и, конечно, каждый хочет себе подобрать команду, та, которая была бы, внутри которой была бы здоровая конкуренция, да, для достижения наивысшего спортивного результата дальше, на будущее, да. Ну, еще хочу отметить, что у нас грядет все-таки 4-летие олимпийское новое, поэтому планы сейчас строятся достаточно такие грандиозные, да. Но как будет выглядеть, еще раз повторюсь, никто пока что не знает, потому что за эти 4 года может подрасти и молодежь, и вот как оно сложится в дальнейшем, я так думаю, что надо держать ухо востро. Да, ну, мы видим отсечку 11,1 километра. Диана Голованина, Нечаевская, Мария Истомина и Мария Гущина. Ну, по-прежнему здесь ничего, опять же, не должно поменяться. Вот нам машут спортсменки. Да, это привет. Представители Новосибирской области. Это вам, Андрей, тоже привет еще от одной девушки. Да, тренер Новосибирской области со своей воспитанницей. Вот как раз наш оператор поймал хороший кадр. Наш оператор знает, где красивых девушек снимать. Вот мы видим вот такие вот прыжочки разминочные. Кстати, очень радует то, что действительно болельщики повернулись лицом к лыжному спорту, и мы первые дни в спринте наблюдали здесь такой наплыв, что даже Сергей Устюгов был восхищен и в какой-то степени возмущен и удивлен. Говорит, это как, это что здесь у вас так, что ли? Да, на что мы ему ответили, да, Республика Коми — это вообще лыжная страна, а Сыктывкарец значит лыжник. Да, у нас тут каждые выходные на «Динамо». Да и здесь в Ильгарте не протолкнуться на разминочных, на прогулочных трассах. Ну вот еще один вам вопрос. Не совсем, наверное, я с ним полностью тоже соглашусь, но озвучу, какой есть. Да? Как вы считаете, почему наша команда не может бороться за победу во всех гонках? Почему ряд спортсменов из Коми перешли выступать за другие регионы? Может, стоит и нашему региону пригласить или купить спортсмена топ-уровня, и тогда мы будем в лидерах. Спасибо. Но скажу, все-таки мы опять возвращаемся к тематике вот перехода в другие регионы. Вы понимаете, это возникло из тех соображений, что в каждой области есть какой-то один спортсмен или спортсменка, которая является талантливым именно в этом виде спорта, в лыжных гонках, и не имеет возможности выезжать на сборы соревнований, то есть не имеет возможности готовиться в силу того, что просто вид спорта как таковой не то чтобы не финансируется, а слабо финансируется. И поэтому приняли такое решение, что чтобы была возможность продвинуть дальше этого спортсмена, можно
более есть богатый возможность регион. оформлять параллельный зачет с другим регионом. Таким образом, как бы тот регион, например, Тюменская область или Ханты-Мансийский округ, вот, по крайней мере, часть финансирования берет на себя по поводу этого спортсмена. Конечно, спортсмен тогда выступает с параллельным зачетом или вообще на 100% переходит. Ну, если вот Но хочу... все-таки, если вот говорить непосредственно о Республике Коми, то я давно, кстати, не помню, чтобы кто-то из Коми уходил в другой регион. Ну, у нас все спортсмены свои, вот что хочется отметить, еще некоторые области, вот, например, Удмуртская республика, да, там тоже все свои чистые спортсмены, имеется в виду те свои родные, да. Ну, если уж так складывается, если такова политика федерации, тем более, что она положительная, что можно вот так вот переходить, выступать с параллельным зачетом, то дай бог, потому что, я еще раз говорю, учитывая последние Олимпийские игры, мы видим, что как раз те люди из бедных областей, которые становятся у нас медалистами Олимпийских игр, ведь это движение самого вида спорта вперед. Ну, сейчас мы еще продолжим разговор об этом, но пока мы показываем еще кадры с эстафеты вчерашней. Это значит, что сейчас будет интервью с Дилярой Сабирзяновой из Республики Татарстан. Республика Татарстан в женской эстафете вчера, напоминаем, выиграла серебро на финише. Буквально не хватило чуть-чуть команде Татарстана, чтобы опередить Тюмень. Ну, я думаю, для Республики Татарстан и серебряная медаль вчера стала действительно большим праздником. Мы видели, как девушки отмечали эту медаль. Загадывали, они даже не загадывали попасть в тройку, ну, такая задача максимум была, второе место. И это действительно успех для команды. Ну, сейчас буквально считанные секунды. Пожалуйста. Серебряная медаль. Хорошо ли это или плохо, или рассчитывали на больше? Конечно, ты всегда рассчитываешь как бы на больше, но мы рады и этой медалью. Наш труд, он оправдался. За весь сезон, хороший сезон, успешный сезон получился. Аня бежала на последнем топе. Нас это тоже мотивировало быстрее бежать, чтобы ей передать хорошо этап. Мы рады этой медальке. Чего не хватило, наверное, команде для победы? Я даже не знаю, чего не хватило. Как бы каждый уж показывает тот результат, на что на данный момент готов. Значит, соперники немножко в чем-то были сильнее на данный момент. Не знаю. Как будете отмечать? Да какой отмечать? У нас еще марафон надо бежать. Завтра 30 километров надо бежать. Еще в Апатиты надо ехать на 50 километров. Это только в конце сезона отмечать. Вот было интервью с Дилярой Сабирзяновой, серебряным призером чемпионата России в эстафете, представляющей Республику Татарстан. Мы, опять же, возвращаемся в день сегодняшний. Масс-старт, женщины, свободный стиль, 30 километров. В студии у нас главный тренер Андрей Нутрихин, главный тренер сборной Республики Коми. Вопрос, Андрей, можете задавать в группе Федерации лыжных гонок России в крайнем посте. Там у нас фотографии с эстафеты. Ну, это, опять же, напоминаю, вдруг кто-то только сейчас подключился. Ну, и разговариваем мы сейчас про спортсменов, которых забирают другие регионы. Ну, вот я, если так по памяти, последним, наверное, крайним, кто из Республики Коми переходил в другой регион, как раз Андрей Парфенов все-таки остается. То есть после Парфенова-то, по-моему, никого и не было. Вы знаете, тут немножко такое нехорошее слово звучит «купить». Ведь все-таки лыжные гонки — это не футбол и не хоккей. И купить как такового кого-то невозможно. Здесь четко правила действуют. Во-первых, должно быть желание самого спортсмена, да, желание федерации передать этого спортсмена. И все происходит по взаимному согласию, так сказать. Спортсмен вначале пишет заявление в свою федерацию, федерация дает ему разрешение или не дает перейти на параллельный зачет или на 100% в другой регион, дает или не дает разрешение. То есть все делает федерация региональная. Человек хочет, да. И все на уровне взаимодействия. Да, если есть какие-то у него обязательства, то, извините, значит, возможно, ему разрешение не дадут. Если федерация своя региональная дает разрешение, то тогда пишется запрос в федерацию туда, куда он хочет уходить, там федерация подтверждает, что примет она его или нет. Естественно, до этого уже разговоры состоялись, скорее всего, предполагаем. Да. И таким образом, значит, эти документы, разрешающие
от обоих федераций подаются уже в Федерацию лыжных гонок России, и спортсмен переводится на параллельный зачет или в другой регион на 100%. Поэтому вот такая вот процедура, то есть взаимного согласия, будем так говорить. Спасибо. Ну вот смотрим сейчас 13,8. Мария Гущина из Ханты-Мансийского округа выходит на промежуточное первое место. И, кстати, вот команда Ханты-Мансийского вот на этом чемпионате пока что, если не ошибаюсь, без медали. И вот, наверное, есть желание первую медаль в копилку своей команды у Марии Гущиной принести. Так, ну, привет из солнечной Удмуртии. Спасибо за трансляцию. Почему нельзя, например, вести трансляцию с квадрокоптеров, хотя бы лидеров красной группы? Ну, это технические возможности, напоминаю. Если не ошибаюсь, у нас дистанция, на которой может удалиться человек, управляющий квадрокоптером, здесь на стадионе равна 500 метрам, и где-то 500 метров может, опять же, от него удалиться квадрокоптер. Это без дополнительного оборудования, без дополнительного подключения. Дополнительное подключение, например, через тот же самый Wi-Fi, здесь у нас на стадионе обрушается регулярно из-за болельщиков, которые этим Wi-Fi активно пользуются. Ну, например, по этим же дням не было в первые 2 дня инфографики, потому что у нас трансляция идет по выделенному интернет-каналу, а вот бригада, приезжающая здесь по таймингу, по хронометражу, они пытались, по инфографике, пытались подключиться именно к Wi-Fi, поэтому там система рушилась неоднократно. Вот, поэтому без квадрокоптеров, уж простите. Ну, мы видим сейчас 15-километровому участку, скоро уже совсем спортсменки подойдут. Вот как раз Истомина Мария, 14 номер, ведет зато гонку. По-прежнему Ольга Царева здесь все контролирует. Я думаю, если вдруг кто-то неожиданно, совсем неожиданно захочет сделать отрыв в середине, там, ближе к финишу, Ольга Царева этот отрыв может и поддержать, но не отпустит никого от себя подальше. Но зато группа спортсменок, там было где-то 25-30 человек, потихоньку тоже растягивается у нас. Вот здесь есть девчонки, которые идут чуть позади, и даже в ней. Что мы сейчас посмотрим на стадионе. Будет сейчас на стадионе будет по стадиону проходить. Это у нас группа спортсменок. Посмотрим, потребуется ли кому-то замена лыж. Мы увидели, что у нас буквально на предыдущей отсечке Алия Иксанова из Татарстана, мастер спорта международного класса, делала замену лыж, но далеко она отстала, и не думаю, что как-то сильно изменится ход сейчас гонки для нее. У нас, я поправлю вас, у нас расположение стадиона таково, что можно здесь они на 20 поменять лыжи. Да, совершенно верно. Да. Вот они уходят сейчас на вторую пятерку, то есть круг 10 километров, все правильно, как мы понимаем. И могут они поменять лыжи один раз, да, в гонке, и только после десятки, после 20. Да, после 10-го, после 20-го. Спасибо, Андрей. Правильно? Я сам уже запутываюсь. Тренеры передают у нас напиток спортсменкам. Кстати, есть ли какая-то секретная формула у напитка из Республики Коми, или пользуетесь общепризнанными стандартами? Да, в общем-то, в принципе, никаких секретов, конечно, нет. Мы обычно делаем слабо-сладкий, слабо-кислый растворчик такой. Обычно это клюква. Вот. Пробовали различные изотоники, спортивные напитки, но, как правило, они дают такое, как-то приторность. Потом спортсмены начинают просить просто воды попить для того, чтобы разбавить это все, вот это вот, понимаете, потому что все это дает какие-то неприятные ощущения, у кого-то изжога, у кого-то еще что-то. Наверное. В общем, самое простое, то, что придумали еще наши деды, отцы, оно самое лучшее. Вот, обычно слабо-кислый, слабо-сладенький растворчик клюквы, потому что... Ну, хоть не морожка, Андрей. Потому что, в принципе, нужно спортсменам восполнить жидкость и восполнить чуть-чуть, ну, как сказать, в общем... По-простому, да? глотнуть чуть-чуть напитка. Так, Андрей Владимирович, Сыктывкаре, значит, лыжник спорт номер 1, прошу прощения, лыжа спорт номер 1 в Республике Коми. Планируется ли создание спортивного интерната для обучения лыжников республики? Ну, может, владеете какой-то информацией? Вы знаете, этот вопрос очень давно уже стоял, и, конечно, наверное, когда-то это решится все-таки, но я так понимаю, что сейчас, наверное, ресурса не хватает, ведь нужно найти, где
в общем-то, на какой базе это будет находиться. Это и питание, и проживание, и преподаватели, где будут учиться, куда дальше, следующий шаг нужно продумать, куда дальше они будут поступать, и эти дети, которые там будут учиться. И потом это не только лыжные гонки, это еще и другие виды спорта должны быть. Вопрос очень серьезный, поэтому, честно сказать, я как главный тренер даже не могу на это ответить. Это даже вопрос к Министерству спорта больше, наверное, даже, может быть, к руководству региона в том числе. Мы с вами, сидя здесь, только очень поверхностно представляем, что это такое. Я так думаю, что очень много подводных камней там, но все-таки надеюсь, что когда-то это произойдет, потому что вопрос этот стоит, и стоит очень остро. Ну вот, вы говорили, не только лыжные гонки, наверное, лыжные гонки, в том числе и биатлон, например, да, который у нас в республике развивается потихонечку, хоть какими-то крохотными шажками. Как, в принципе, к биатлону относитесь? Биатлон — родственный вид спорта. Более того, у нас, поучаствовали в соревнованиях по лыжным гонкам некоторые биатлонисты, которые я, в общем, настаивал, чтобы участвовать. Да, на федеральном округе у нас пробежали, потому как у нас федеральный округ здесь, в Сыктывкаре состоялся. Но выполнили определенные условия. Там надо было активировать Рускод, вот этот вот, Федерация лыжных гонок. Все за 3 дня они сделали. Тренер, в общем-то, только был за. И есть очень хорошие, талантливые ребята, которые, я так думаю, могут, в общем-то, показать еще себя. Я думаю, мы еще о них услышим. Ну вот такая, не знаю, раскрученность биатлона в всероссийском пространстве, она вот, на ваш взгляд, нужна, полезна, или вот ее нужно перенимать, например, в лыжные гонки, вот такую раскрученность, такое внимание всеобщее, или лыжные гонки могут идти своим путем? Вот вчера вот буквально Елена Валерьевна Вяльбе в интервью рассказывала, что, например, того же Дмитрия Губерниева она близко к лыжам не подпустит, чтобы он не залезал там в личную жизнь спортсменов. Ну вот как в биатлоне мы все видели прекрасно, там каждое движение всех раскручивается, известно всем. Вот на ваш взгляд, это полезно или не полезно, и как правильней? Ну да, вот известности, скажем так, раскрученности биатлона как вида спорта можно позавидовать, но дело в том, что нужно, и, конечно, не переступать границы, ведь я не знаю, куда он там, хотя я смотрел многие комментарии, это, конечно, некоторых спортсменов балует. Вот я так думаю, что Елена Валерьевна, конечно, как раз это и имела в виду. То есть спортсмен становится популярным и забывает совершенно о своем предназначении и нахождении вообще здесь, что он делает. То есть он начинает... И что сделало его популярным. Да, и что сделало его популярным, совершенно верно. Вот. А работа Губерниева, я так думаю, что совершенно... Она, наверное, такая и должна быть, только то, что, единственное, только то, что должно быть какие-то ограничители у него. Ведь он не пытается сделать хуже, он, наоборот, старается продвинуть спортсменов. Мне это, конечно, очень нравится, то, что он делает, но дело в том, что, еще раз повторюсь, не надо переходить границы. А чтобы он не перешел границы, возможно, он не знает, да, у него должен быть какой-то ограничитель, кто ему скажет. Ну, вот, например, президент Федерации. Дорогой друг, не надо лезть туда-то. Вот таким образом. Ведь, возможно, он не знает, может, ему надо сказать. Вот лыжик у нас, Елена Валерьевна, мне кажется, выступает таким хорошим ограничителем. Да. Никого, так сказать, никому палку перегнуть не позволит, действительно. Ну, на первый взгляд, она, конечно, очень жесткий человек. На самом деле, когда вот если с ней познакомиться, то она, конечно, такая... будем так говорить, добрая мама лыжных гонок. Вот, потому что просто с ней разговаривая, она со всеми поговорит, никого не оставит без внимания, понимаете? Вот это настолько приятно, то, что не просто там как-то отвернется и уйдет, а понимаете, могли с ней разговаривать вот про спортсменов там в течение, там, не знаю, сейчас на чемпионате 2-3 часов. Понимаете, не каждый это выдержит еще. Ну, причем я свои аргументы ей говорю, она другие аргументы говорит. Это все касается формирования сборной команды дальнейшей. Но дело в том, что это все, в общем-то, она с душой к лыжным гонкам относится. И это, конечно, очень радует. Очень радует. Да. Ну, мы смотрим 17:1, все у нас стабильно. Нечаевская, Истомина, Березянова, Царева. Соберзянова увидела себя в интервью и говорит, пойду я, наверное, тоже в лидеры. Так, что тут у нас еще поступило? У нас тут поступила просьба мне представиться, сделать небольшую ремарку о себе. Что ремарку о себе? Мы люди скромные, наверное.
Без ремарок обойдемся, прошу прощения. Андрей Владимирович, как вы относитесь к тому, что молодые спортсмены, такие как Роман Михеев и Вячеслав Гегелев, перешли выступать за Ханты-Мансийский округ? Ну, это, в общем-то, такое дело. Я еще раз говорю, как раз мы разговаривали про этап, когда спортсмены заканчивают школу и поступают куда-то в вуз. Вот они как раз решили перейти туда, поступить как раз в интернат. Именно в интернат, или да, как или... у них там называется, я что-то точно не помню на 100%. То есть люди, спортсмены там живут, тренируются, питаются, учатся и в дальнейшем поступают в Ханты-Мансийский университет, по-моему, да, на физкультурный факультет или там институт. Главный посыл-то понять, Андрей. Да. То, что они туда поступили, это, конечно, не только их желание, но и желание их родителей в том числе. Но если есть желание, как мы можем им запретить? Да, мы, конечно, всяческими путями старались, ну, скажем так, объяснить, что дома им будет лучше. Вот. Несмотря на то, что у нас таких возможностей нет, как в Ханты-Мансийске. Вот. Но если уже поступили, что теперь сделаешь? Как мы можем запретить? Ребята никак. Перспективные. Ребята великолепные, перспективные. Самое главное, чтобы у них самих было желание, чтобы они продолжали тренироваться. Я так думаю, что они составят основу Ханты-Мансийской команды в дальнейшем. И мы будем гордиться, что они у нас такие были. Да, но мы их не удержали в какой-то... Ну, а с другой стороны, вот как вы думаете, как их можно удержать? Что им денег, что ли, предложить? Я сомневаюсь, и такого не будет никогда. Это 100% я гарантирую. Есть желание, пожалуйста, идите и развивайтесь сами. Никаких проблем нету. Самое главное, чтобы дальше это было, ну, чтобы дальше продолжал человек заниматься. Развитие, поэтому... Да. Ведь у нас же спортсмены также поступают и в другие вузы, например, в Смоленском учится и Белорукова, в Смоленском академии. Виценко у нас учился в Рязанской академии. В Рязанской академии. Ермил Вокуев учился в Рязанской. Андрей у нас сейчас показывает эстафету опять. И мы, значит, не только возвращаемся 30 марта, но и возвращаемся к интервью Ольги Царевой. Мы вчера и с Ольгой поговорили, и с Анастасией Власовой. Видите, то есть у нас постарались как можно больше спортсменок непосредственно задействовать. Ну и у нас после интервью Ольги Царевой останется еще интервью с Иваном Якимушкиным, чемпионом России в эстафете, представителем Тюменской области. Но это чуть-чуть попозже будет. Вот сейчас действительно Ольга Царева должна быть. Выступала вчера Ольга на третьем этапе за эстафетную команду Республики Коми. Сократила там отставание, там, по-моему, было 40 секунд, когда она получала эстафету. Секунд почти 20, по-моему, отыграла. Ну, да, около 20 секунд. Врать тоже не буду, да, надо просто... Если кому-то интересно, то вот есть статистика, есть официальная, есть протокол. Можно на сайте Федерации лыжных гонок его посмотреть непременно. Вот, и Ольга Царева. Бронзовой медалью. Какие эмоции, какие ощущения, как следили за гонкой, откуда, где смотрели ее? Спасибо большое за поздравления. Я особо за гонкой не следила, я в это время разминалась. Увидела уже, на каком месте мы идем, буквально, когда пришла раздеваться и вставать на свой этап. Конечно, очень хотелось выиграть эту эстафету, но, к сожалению, сегодня немножко у нас не получилось. Круг очень быстротечный и достаточно сложно что-то отыграть. Но я очень рада, что мы сегодня третьи, и что у Юлии Белоруковой такой отличный финиш получился, и она смогла нас вывести на это призовое третье место. Ну, а своим этапом, своим выступлением довольны? Знаете, немножко двоякое чувство. Я когда бежала, я не особо понимала, отыгрываю я время или нет, которое мы проигрываем первым местам. И я считаю, что сделала недостаточно все для того, чтобы передать комфортно свою передачу, провести для Юлии Белоруковой, чтобы ей было полегче на последнем этапе, и она хотя бы видела спины соперников, и у нее была возможность для борьбы за первое место. Поэтому я не совсем довольна. Ну, а в целом своим выступлением на чемпионате у вас есть и золото в командном спринте, и сегодня бронза в эстафете. Да, это, конечно, очень неплохой результат, но чемпионат России еще не закончился. Завтра у нас предстоит марафонская дистанция 30 километров. И, конечно, мне очень не хватает индивидуальной медали. Честно.
Вот, было интервью Ольги Царевой, и у нас спортсменки прошли 19 километров. И вот она как раз в числе лидеров. Да, Ольга Царева в числе лидеров, рядом Анна Нечаевская. В общем, пока что все идет к тому, что действительно только на финише мы, может, увидим ускорение, такие разборки, дуэль финишную. Но спортсменки тут на 20 километров, и вот сейчас, да, будет момент истины, кто-то поменяет лыжи или останутся все вот на своих. Да, потому что уже прошло 20 километров, и практически должно быть какой-то результат по лыжам. Я думаю, что спортсменки должны чувствовать, насколько их лыжи продолжают работать. Держит ли мазь? Нет, не держит, так сказать, это коньковый стиль сегодня, поэтому... Это шутка. Насколько скользят хорошо лыжи у них. Давайте посмотрим, вот даже интересно, зайдут в питбоксы кто-нибудь или нет. Или все-таки опасаются они. Я смотрю, что все поехали сразу на транзит, да? Обычно бывает так, что, смотрите, точно все на транзит уехали, никто на смену не пошел. Ну, потому что, наверное, боятся, такая плотная группа, там, если ты пойдешь на смену, наверное, отстанешь, ну, не наверное, а точно отстанешь. Вот, и потом будет довольно тяжело в эту группу не просто догнать, но и вернуться на лидирующие позиции. Там все-таки 20 с лишним человек, их еще обогнать надо. Да, совершенно верно. Но я так предполагаю, что, скорее всего, конечно, все уже поняли по истечении этих 20 километров, что лыжи работают неплохо по сравнению с соперниками своими, поэтому, в общем-то, не рискуют терять вот эти 15-20 секунд, а думают продолжать дальше на этих же лыжах. Ну да, это определенного степени, конечно, риск, но меньше риск, чем, например, это время потерять. И вот мы видим, 25 уже спортсменок прошли, ну там чуть меньше, конечно, в этой группе, которая сейчас оторвалась, но их, во-первых, действительно пришлось бы догнать, и, во-вторых, мы видим, то есть каждую еще обогнать, это более потребует усилий, да, чем держаться в группе лидеров, пусть и на лыжах, которые, может быть, не совсем устраивают, если, конечно, такое происходит. Еще один вопрос, Андрей, связан с биатлоном. Сезон показал, насколько лыжники выступают лучше биатлонистов в международной арене. Ну, вопрос вам, но отвечу, на самом деле, я. Да, давайте. Вопрос, почему же биатлон чемпионата России показывают по Матч ТВ, лыжные гонки нет? С чем это связано? Связано это прежде всего с двумя моментами. Первый момент — это финансовый момент. Все-таки Матч ТВ, если вы думаете, что организация благотворительная снимает лыжные гонки и прочие другие турниры, соревнования за бесплатно, то это вы, конечно, ошибаетесь. Каждое соревнование, каждая федерация, каждый регион, принимающий там эти турниры, выплачивает, в общем-то, немаленькую сумму действительно для Матч ТВ. Ну, если здесь не ошибаюсь, технический райдер был в районе 4 миллионов за чемпионат России. И вот, к сожалению, 4 миллионов дополнительных для Матч ТВ у нас как-то не нашлось. Уж не знаю, кто там должен был эти 4 миллиона искать, изыскивать и предоставлять для федерального телеканала, который вроде как бы должен заниматься пропагандой спортивного спорта, пропагандой здорового образа жизни, но у нас, оказывается, и пропаганда имеет свою цену, и цену мы вам, в принципе, назвали. Ну, а во-вторых, действительно, там вам ниже был ответ про технически не оборудован для трансляции Сыктывкара. Ну, оборудован, ну, пусть и не по максимуму, да, вот мы видим, что спортсмены, когда убегают в лес, вот после здесь таких вот подъемчиков с пунктом питания промежуточным, то там действительно до камеры не достают. Техническое оборудование нужно прокладывать дополнительно. Техническое оборудование требует тоже миллионов, и там уже речь идет не о единицах, и, в общем-то, даже, если не ошибаюсь, и не о десятках, чтобы проложить техническое оборудование и обеспечить трансляцию со всех уголков. У нас все-таки стадион чуть побольше, не такой, опять же, компактный, интересный, как в Тюмени. Поэтому, в общем, лыжи мы видим здесь в YouTube-трансляции. Матч ТВ мог бы показать и их, но картинка была аналогичная, в общем-то, и Матч ТВ в те же самые углы бы не зашел. Вот, а чемпионат России по биатлону вы видите у себя на экранах. Ну и с другой стороны, чемпионат России по биатлону, может, и собрал всех сильнейших, но это сильнейшие, если так брать на мировом уровне, сильнейшие среди слабейших. А у нас все-таки здесь сильнейшие среди всех сильнейших в Европе и в мире. Ну, напоминаю, что у нас сегодня гонка Мастарт 30 километров женщины. В студии главный тренер Республики Коми Андрей Нутрихин. И вот в группе Федерации лыжных гонок, если у вас есть еще какие-то вопросы для Андрея, пожалуйста, у вас есть еще 10 километров для того, чтобы их задать. Спасибо.
Вот. Ну, у нас, видимо, двадцатки у нас Анна Нечаевская, Мария Истомина, Ольга Царева, Мария Гущина. Уже почти час девушки на стадионе. Ну, вот по вашему опыту, когда силы начинают покидать спортсменок? Ну, вы знаете, у каждого свое, смотря у кого какая подготовленность сейчас, еще раз повторюсь, что мы это примерно представляем и знаем, а на самом деле на марафон выходят это те, которые наиболее выносливы, вот, и поэтому марафонец, он всегда едет в этой, скажем так, массе спортсменов или спортсменок, их ждет, в общем-то, когда остальные потеряют свои силы, да, и надеются на это, чтобы потом сделать завершающий рывок. И вот я думаю, что сейчас как раз спортсменки уходят на третий круг заключительный, и сейчас как раз пойдет такая уже разборка. Я так думаю, что лидеры начнут потихонечку повышать темп. Вначале группа разорвется, и останется, ну, порядка 10 спортсменок. А то и меньше. Да, и потом на последней пятерке как раз произойдет то, что должно произойти, то есть спортсменки, в общем-то, если кто-то уж будет разбираться на финише, хотя я сомневаюсь, да, то это уж удивительно будет, наверное, скорее всего, что они примерно в одинаковом состоянии сейчас находятся, да, потому что у каждого свое, у каждого разное, немножко лыжи по-разному катятся, чувствует каждый себя по-другому, темперамент у каждого разный, кто-то понаглее чуть-чуть, да, кто-то повоспитанней. Вот как раз с этой точки зрения спорт, любой вид спорта любит, скажем так, настоящую здоровую спортивную наглость, ну, когда спортсмен, в общем-то, не отдаст никогда свое место, да, на пьедестале при очной борьбе, будем так говорить, да. Вот, это то, когда спортсмены, в общем-то, когда люди вообще могут себя проявить в чем-то, будем так говорить. Поэтому и говорят частенько, что спорт воспитывает личность, да. Вот, это такие вещи, как сказать, воспитывает не просто, а в положительную сторону. То есть человек борется по-настоящему, по-честному, будем так говорить. Ну, смотрим опять 23,8. Подходит к концу предпоследний круг все-таки потихоньку, и группа лидеров неизменна. Сметанина сразу же после ЧР будет, ну, имеется в виду первенство, чемпионат на призы Раисы Петровны Сметаниной. Ну, в общем, с 4-го, да, по-моему, числа стартует турнир. Так что, да, уже на следующей неделе будет соревнование на призы Раисы Петровны. Порядка опять 600, может, чуть меньше, может, чуть больше. Сейчас пока нельзя сказать, сколько спортсменов будет. Очень много всегда приезжает. В прошлом году было свыше 600. Да, это только спортсменов, а вот еще и тренеров столько же. Сервисменов, обслуживающих бригад, представителей делегаций. Это да. Ну, еще вопрос, как вы считаете, достаточно ли у нас в России спортсменов, которые занимаются профессионально лыжными гонками? Болельщик, читатель читал, что в Норвегии на их чемпионате выступает до 500 спортсменов, и все профи. А вообще, спасибо за ваш труд, Коми всех сильнее, пока есть такие тренеры, как поется в одной из песней, мы еще кому-то нужны. Ну, в общем, посыл. Спасибо, знаем такую песню, да. Достаточно ли спортсменов, которые занимаются профессионально лыжными гонками? Ну, те, кто бежит на чемпионате России, это все профессионалы, естественно. И более того, ведь участников вот сегодня сколько у нас? 58. 58. Это не говорит о том, что это все те, которые бегают, и больше нет. Напротив, у нас даже приходится включать в положение пункт о том, об ограничении допуска на чемпионат, чтобы не было много спортсменов. То есть в соответствии вот как раз с руспунктами в положении написан допуск, какой максимальный руспункт должен быть у спортсмена, чтобы он получил... Там критерии отбора, в общем, действуют получил на протяжении право, сезона. Да, получил право участия в чемпионате. И вот из Республики Коми как раз вошли не все спортсмены, поэтому у нас участвовало-то 21 спортсмен только. Так бы можно было заявить и 50 от Республики Коми, понимаете? Ну просто не все имеют право участия. И рекорд Норвегии побили бы. Да, я так считаю, в общем-то, это хорошо, потому что, ну, это невозможно будет ни тренерам подготовить такое количество лыж, ни сервису, ни судейской бригаде, которая, в общем-то... Представляете, насколько бы гонки бы затянулись. Да, стадион имеет определенные ограничения тоже. И более того, вот когда проходит скиатлон,
скиатлон, ограничение стадиона — это 80 человек. Но, в принципе, все желающие бежали, естественно, там кто-то снялся с соревнований скиатлона. Но дело в том, что действительно, когда это бежать будет 200, это уже будет, наверное, я не знаю, как тут сможет стадион тут это вместить столько. Вместить-то сможет, но будет, честно говоря, больше нарушений, больше всего, что нежелательно, что может помешать действительно спортсменам, те, которые претендуют на медали, помешать занять свои места. Ну и опять же, бегут на чемпионате России действительно сильнейшие, те, кто не отобрался, ну, наверное, и на чемпионате России вы вряд ли бы могли претендовать на медали. Ну да, конечно. Чудеса в лыжном спорте встречаются, но не в данном варианте. Да, все-таки вид спорта с преимущественным проявлением выносливости, то когда, в общем-то, нужно долго бежать и долго терпеть. Вот. Поэтому, конечно, нежелательны различные такие моменты, которые, в общем-то, которые могут помешать данной ситуации. Ну, вот уже свыше часа у нас идет гонка. Нам показывают 54-го номера Анастасию Бекишеву из Тюменской области. Ну, вот Тюмень, кстати, тоже, видите, интересный комбинезон. Мне кажется, они какие республика Коми своих отличают. Да, очень узнаваемый. И хочу отметить, что в каждой команде есть как лидеры, так и отстающие. Те, которые вот, еще не приобрели своих физических по поводу кондиций. лидеров и отстающих, вот видно по команде, по-моему, Московской области, да, где Наталья Непряева выступает. Вот, как спортсменка на голову оказалась сильнее в тех гонках, где она бежала, и вот как в команде ее свои, скажем, коллеги немножко подводят. Ну да, есть такой момент. Вот я еще раз повторюсь, что как раз так, наверное, и получается, что если бы Александр Большунов бежал за Брянскую область, если то бы тогда вообще была бы здесь бы команда Брянской области, да, то тогда, наверное, он без медали бы остался бы без медали. Вот, поэтому тут такое дело, это очень такое сугубо отношение между федерациями внутри России, поэтому... Так, ну, потихонечку ждем уже 25-го километра. Пока что напоминаем, что на студии Андрей Нутрихи, главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам. Вопросы, которые у вас есть еще, можете задавать. Группа Федерации лыжных гонок России, крайний пост закрепленный, а мы пока сейчас посмотрим. Что мы сейчас посмотрим? Мы сейчас посмотрим эстафету, второй этап, и здесь будет церемония награждения, если не ошибаюсь, нам должны были показать вот сейчас момент с церемонии награждения вчерашней эстафеты. Здесь видим мужскую часть эстафетных гонок. Видим, да, как раз передача с первого на второй этап. Да, там на первом, по-моему, Белов выступал у Тюменской области. Вот на второй как раз он отправил Александра Большунова, который свыше минуты Илья Семикову привез, и всем остальным. Ну, это такая, видимо, форма у Александра сейчас бешеная, что действительно выглядит он на голову великолепно сильнее, выглядит, да, многих. Хотели действительно посмотреть его выступление против Сергея Устюгова. Но вот Сергей заболел, ну и действительно организм, здоровье важнее всего. Тем более организм не железный, конечно, как сказали тренеры, у него температура чуть ли не под 40 поднялась. Это так бывает, когда уже возникает такое перенапряжение в сезоне. Поэтому, конечно, человека на старт или запустить куда-то на гонку — это преступление. Потому что понятно, что температура так-то человек, когда испытывает какое-то недомогание, ему хочется полежать, а уж бежать куда-то, это уж точно не стоит. Только в аптеку. Да. Вот. Здесь, к счастью... Вот наши болельщики как поддерживали, видно. Молодцы. Да, вот такая поддержка, действительно интересная. Ну, и лыжникам действительно бежать все-таки приятнее. Вот Александр Большунов как раз на ваших экранах. Человек, который вниманием болельщиков не обделен, уж точно. Не знаю, кто на втором месте по вниманию здесь на чемпионате. Наверное, Денис Спецов, который вчера тоже после эстафеты, после награждения окружили болельщики, не отпускали, там дети, люди взрослые, там, в общем, от мала до велика, фотографировались, обнимались, чуть ли не целовались, в общем-то, и с Денисом, и с Александром. Ну и где-то в стороне стоял Максим Валикжанин, которого, в общем,
в начале там было человек 6 возле него, но была такая забавная картина, как Так, люди вот после посмотрите, Спецова, я извиняюсь, бежали к нему. перебиваю. Вот девчонки Здесь Истомина уже, также конечно. лидируют, но никто отпускать не хочет. Все Все друг за другом, все да, плотно. да. Ну, опять, вот посмотрите, да, здесь есть все-таки уже интервальчик, есть просветы, и мы видим, что группа потихонечку отсеивается. Вот уже отстает 25-й, по-моему, номер, да, сейчас была Мария Лихачева из Москвы, если вот разглядел. Ну и 31-й номер, это у нас Лали Кварацхелия, тоже Москва, Республика Татарстан. Не факт про Большунова. Брянск бежал за команду ЦФО, и там было 2 участника из Бранска. 2-й и 4-й этапы, которые вытаскивали этапы. Они на первом много проиграли. Был бы Большунов, было бы не 11 место, а точно в топ-5. Ну, это по вчерашней мужской эстафете. Ну, наверное, кстати, Максим Казаков, мы, наверное, даже с чем-то с вами согласимся. Но, опять же, это команда ЦФО, это команда Центрального федерального округа, это тоже все-таки сборная такая солянка, хоть и 2 спортсмена из Брянска. Правила позволяют, да, тут человек совершенно прав. Да. Вот, но еще раз повторюсь, если бы это была команда чисто Брянской области, то тогда, наверное... Ну, возможно, да, в топ-5 бы мы, конечно, вошли, но, наверное, все-таки уступили в той же и Удмуртии, и той же Республике Коми, и, наверное, все-таки Татарстану. Они как-то Татарстан Но здесь сбалансированы. я хочу сразу сказать, что претензий-то как раз никаких нету по этому поводу, а наоборот, даже очень хорошо, что регион, который побогаче, приглашает спортсменов и поддерживает их. Благодаря этому мы видим великолепное достижение спортивное. Вот. Тут претензий-то нет, это мы предполагаем, это различные варианты, как бы было, но все, что состоялось, тоже состоялось. Ну да. И более того, правила это позволяют сделать, поэтому тут, я еще раз повторю, претензий нету никаких. Ну, просто вдруг кто-то нас не так правильно понял, да, ну, здесь... Это вы знаете, как бывает просто в разговоре за столом, там, а вот если бы, то было бы так, вот, понимаете, вот мы с вами здесь... Ну, Андрей, мы действительно с вами за столом, честно. Мы просто за столом перед экраном телевизоров, когда как... Мной не любят такое слово, но как диванные эксперты, да, ну... Я, конечно, более диванный, чем вы. Вы все-таки профессионал в этом деле. Можете немного рассказать про Ермила Вокуева? Ермил великолепный спортсмен, более того, он универсальный спортсмен, тот, который чувствует себя хорошо как в марафоне, так и в спринте. Жалко, что у него немножко, чуть-чуть не хватает самочувствия, вот буквально чуть-чуть на этом чемпионате, я так думаю, что он был бы в призерах и в командном спринте, да, потому что в спринте совсем немножко не хватило им с Алексеем, там сделали пару ошибок на спуске, они оба, но эти ошибки связаны лишь как раз вот именно с этим самочувствием, потому что когда уже идешь на пределе, да, немножко ноги не выдерживают, боишься сделать лишние движения и так далее, а когда вот самочувствие позволяет, то тогда и ошибок-то нет никаких. Ну, опять же, не повезло, наверное, Ермилу на этом чемпионате. И в финале своего спринта упал, и в том же командном Алексей тоже прямо перед передачей шел в лидирующей группе, упал, и пришлось там уже это небольшое отставание экстренно наверстывать, да, чтобы хочу сказать, да, что Ермил в этом году соперничал со Станиславом Волжинцем в общем зачете Кубка Восточной Европы. Волжинцев в итоге выиграл, да, то есть имеет дополнительную квоту на участие в этапе Кубка мира, а Ермил остался второй, но это тоже великолепный результат, и сейчас как раз он рассматривается точно так же в состав сборной России на централизованную подготовку. Ну, вот от Ермила мы, наверное, ждали вхождения в состав сборной России, стабильную ступень на Кубках мира этапов, все-таки чуть пораньше, да, то есть как-то кажется, что время идет, Ермил почему-то вот не добавляет, или это только обманчивое впечатление? Ну, вы знаете, нет, не то чтобы обманчивое, нужно немножко все-таки переходить на другой уровень. Ведь мы, когда тренеры прекрасно понимают, что переходя от своего тренера, личного тренера с Ижемского района, Ермил, да, напомним, он переходит на следующую ступень к тренеру сборной команды. Несколько лет тренируется, возможен определенный запад в результатах, но тем не менее все представляют, что это за человек и что он стоит. Это будем условно говорить как условную единицу, как спортсмена, да. Дальше нужно еще, вы понимаете,
На этом ничего не останавливается, ведь нет предела совершенству. Дальше нужно понимать, что нужно переходить на следующий уровень тренировочный. Вот. Это пока что такой переход может дать нам возможность только сборная команда России. Вот. Когда на тебя возлагают определенные надежды, когда рассматривают в какую-то из групп для тренировок, если на этом этапе у спортсмена возникает какое-то нежелание или что-то, или как бы такое прохладное отношение, то, естественно, конечно, это чувствуется. Но вот у Ермила был период времени, когда вот как раз вот это вот возникло такое, да, и вот сейчас вот немножко, ну, скажем так, мы пожинаем плоды вот как раз вот остановки в результатах. Вот. Я так думаю, что ничего еще вообще абсолютно не потеряно. Я так думаю, что мы сядем также вот сейчас весной буквально расставим точки над «и», спланируем все хорошо. И в следующем сезоне увидим другого Ермила. Да, совершенно точно. Самое главное, вы понимаете, если не будет желания спортсмена, то тогда тренер ему помочь, понимаете, я же... Или я, или тренер, любой другой, не будет же его в спину толкать, понимаешь, ну, кстати, бежать-то нужно спортсмену. Продолжение разговора. То есть новый уровень, следующий уровень. Ну, вот, кстати говоря, продолжение разговора. Бежит ли Ермил завтрашнюю гонку и вообще, в принципе, составлен ли старт-лист у нашей команды на завтрашние 50 километров у мужчин? Пока у нас стартуют все, если только сейчас после финиша женской гонки кто-то, ну, мало ли, может, есть какое-то недомогание или что-то, там тренеры должны мне сказать перед судьей. Сколько человек? Так, по-моему, 6 человек. 6 человек. Ну, то есть и Вокуев, и Волженцев, и Семиков, и Виценко, и, наверное, Дуркин, и Порошкин, например. Да, ведь Дуркин точно, да? Я угадал состав? Почти угадали. Ну, прекрасно. Пока что мы видим еще 25 километров, нам показывают отсечку. Все стандартно, группа лидеров в том же самом составе. Это довольно... У нас Россия страна стабильная. Да, да, и удивительно. И удивительно. А вопрос про марафоны. Андрей в последние годы очень активно во многих регионах России проводит марафоны, в которых принимают участие как любители, так и профессионалы. В Сыктывкаре проводится только один в начале марта. Почему, имея такой стадион в Выльгарте, не организовать марафоны там, назвать его громким именем Рочевых или Сметальный, делать ежегодным? Ну, сразу забегая вперед, вы пока думаете над ответом, наверное, проводится не один марафон. Ну, может быть, на лыжном комплексе имени Раисы Петровны проводится один, но в Сыктывкаре проводится несколько. Их в том числе и в Зеленецких Альпах совершенно недавно там был, там ветераны участвуют, и вообще все желающие. Ну, и сейчас немножко отвлечься, тут мы видим 27,1 километр, Ольга Репница, Анна Нечаевская, Эльмира Гаянова довольно неожиданно здесь на третьей позиции появляется, ну, неожиданно, потому что она на промежуточных других отсечках не входила в это число пятерки лидеров. Вот, ну, на ваш взгляд, Андрей, давайте сделаем громкий марафон какой-нибудь ежегодный. Ну, вы знаете, наверное... Да, действительно, может быть, человек не особо осведомлен. То, что есть не марафон, а у Василия Павловича Рочева и семьи Рочевых есть великолепное соревнование Кубок Рочевых. Поэтому второй еще марафон им делать, Кубок Рочева, я сомневаюсь, что нужно. Потом есть великолепные соревнования на призы Раисы Петровны Сметане. Тоже они уже есть. Вторые-то, наверное, не надо. Но они для всех желающих? Нет. Вот, здесь все-таки для всех желающих, наверное, просят. То, что если организаторы, например, Эжвинского марафона или какого-либо другого, Костюченсковского марафона или так далее, там, значит, будут приглашать наших великих чемпионов, подтягивать к организации или приглашать как гостей, это, наверное, так и нужно делать. Это дополнительное реклама, дополнительное имя громкое. Ну, просто я, наверное, перефразирую вас, ваш ответ на вопрос. То есть марафоны сейчас в Сыктывкаре все-таки проводятся. Просто действительно, ну, не хватает им, наверное, рекламы, не хватает им афиш, не хватает... Ой, даже не знаю, раскрученности, чтобы об них знали все. Вот, например, действительно, вот я был на мероприятии в Зеленецких Альпах, ну, непосредственно не в самом марафоне, за неделю до них там проводилась гонка на 15, по-моему, километров, вот, у мужчин, и тоже
я впервые вообще узнал о том, что такое проводится, что там действительно есть гонки, что там участвуют все желающие. Да, в все том числе желающие, и бывшие спортсмены Республики Коми сборной. Тут дело в том, что опять мы говорим про финансирование вот как раз рекламной кампании того или иного мероприятия. Ведь все стоит денег, не просто так вот дать информацию, она же как-то должна появиться, и потом на это все еще раз требуются средства определенные, которых, наверное, скорее всего, не хватает. Ну, вот как вы проводите пропаганду борьбы с допингом, есть вопрос. Мы его чуть-чуть пропустили, но он тут сейчас как раз тема пропаганды и вот идеально смотрится. У нас проходят семинары тренерские, и как раз вопрос о противодействии допингу и средствам допинговым как раз остро стоит на любых тренерских совещаниях и семинарах. Все это достаточно четко запротоколировано, и более того, у нас каждый тренер уже имеет сертификат, который не то чтобы в принудительном порядке, да, но обязательном порядке должны были пройти все тренеры на сайте РУСАДы. Вот, и сейчас у нас у тренеров у всех есть такие сертификаты. Кроме того, в общем-то, что значит пропаганда антидопинга? Вот это я немножко не понимаю. Нет, пропаганда, это, наверное, все-таки даже вопрос. Ну, вот вы немножко в своей части сказали, да, но вот непосредственно пропагандой антидопинга занимается у нас все-таки Министерство спорта. Нет, эту пропагандой не надо заниматься, это получится наоборот, на обратный эффект может получиться, понимаете? Все прекрасно понимают, что это такое. Вывешиваете афишу «Допинг — это зло». Да. Ну, к сожалению, это не такие шутки, да. Действительно, сталкиваемся с реалиями. Вопрос такой очень острый, который может, ну я не знаю даже дальше, как ответить. В принципе, на вопрос. Ответили, Андрей. Я бы вам зачел. Почему Волжинцева не было на последнем этапе Кубка мира? Квота была, Станислава мы так и не увидели. Очень обидно, когда наши заявляются на такие гонки и не по максимуму. Вот как раз он имел право участвовать, выиграв Кубок Восточной Европы в общем зачете, но более того, был приглашен Еленой Вяльбе, конкретно прямо по телефонному звонку, то есть она ему лично позвонила и сказала: Станислав, значит, выступаешь или нет? Он не дал согласия, потому что у нас, значит, после того, как пробежали все в Малиновке, финал Кубка России, в том числе он как раз финалом был Кубка Восточной Европы. Если вы помните, значит, у нас 2 первых места там было в скиатлоне, да, Волжинцев Станислав выиграл, Вокуев Ермил 2, и это было финишем как раз Кубка Восточной Европы. В общем-то, Стас, конечно, очень сильно устал, и поэтому не поехал. Статистом не поехал, да. Совершенно верно. Потому что борьба в любых... Так, вот девчонки у нас уже подходят все буквально. Уже подходят, да, 29 километров прошли, и давайте мы, наверное, сейчас посмотрим этот решающий отрезок, прошу прощения, последний километр. И вопросы можете еще задавать. 16-й номер Ольга Репницына. Да, сейчас у нас. Ольга Репницына, Тюменская область, сейчас на первом месте. Вот, видимо, ускоряются спортсменки. 9-й рядом с ней номер Мария Давыденкова, 14-й Мария Истомина, 8-й Анна Нечаевская, 17-й Ольга Хлопотина, видимо, Ольга Царева отстает. Выбывает из борьбы, да, потому и, что, видимо, уже что не может поддержать Ольга этот темп. Не хватает да, Репницына сил. Хорошо потренировалась в эстафетной гонке, финишировать. И вот сейчас мы смотрим великолепные моменты как раз ее финиша. Еще одно золото у Тюмени, видимо, да, сейчас будет? Наверное, скорее всего, я так предполагаю. Итак, Ольга Репницына. Победа, все. Мария Давыденкова, а вот здесь 8-й или 14-й номер. Анна Нечаевская или Мария Истомина. Кстати, хотелось бы интересно это посмотреть. По-моему, Истомина, если честно пока говоря. Что дает Истомина 1/10 секунды. Итак, промежуточный итог, скорее всего, он так и станется дальше. Ольга Репницына, 1 место, Тюменская область, Мария Давыденкова, 2 место, Мария Давыденкова представляет Республику Татарстан, минимум серебро одно есть у Татарстана, и 3 стала Мария Истомина, Пермский край, мастер спорта 97-го года рождения. Ну, посмотрите, Нечаевская проиграла 1/10. И там, может быть, да, кстати, еще ситуация изменится, но, наверное, все-таки стоит подождать все-таки итогового результата. Там у нас итоговое табло уже как-то давало Денису Спецову 3 место в скиатлоне здесь. Да. Мы там тоже уже поспешили объявить Дениса бронзовым призером и уйти и завершить трансляцию. Давайте мы сейчас подождем еще
чуть-чуть побудем в эфире, побудем на трансляции. Вот есть у нас еще спортсменки, которые на дистанции, их еще, безусловно, порядочно. Да, к сожалению, конечно, Ольги Царевой нашей чуть-чуть не хватило, как раз вот это вот, чувствуется усталость от этого чемпионата, и кстати, смотрите, как раз финишной скорости Мария уже не было Гущина сил. почти 50 секунд проиграла. Да. Долгое время тоже шла Мария в тройке даже лидеров, и в итоговые 50 секунд это тот результат, наверное, не очень приятный для спортсменок, которая километров 20-25 шла в голове этой группы. В числе лидеров. Вот 21-й Алешина финиширует, то же самое. Я думал, что она сегодня будет ближе. Ну да, то есть уже получается даже больше минуты, да, вот Татьяна Алешина проиграла, там уже приближается от таймера к 2 минутам, ну, очень тяжело, ну, минута и 46 секунд. Но все равно нужно отдать должное, конечно, такие, мы видели интервью девчонок, такие великолепные лица, да, лучезарные улыбки, такие хрупкие девушки, которые... Андрей, вот если бы мы сейчас с ними 30 подошли километров с микрофоном, вряд ли они были бы лучезарными. Да. Вот сейчас мы видим, как действительно все силы девчонки потратили. Тяжело далась, конечно же, гонка, но по-другому и не могло быть 30 километров. Если кто-то скажет, что ему 30 километров дается легко, это я таких людей не знаю, на самом деле. То есть, может быть, там опять же норвежка Марит Бьорген говорит, что ей все хорошо и легко дается, но тоже, наверное, это будет небольшим лукавством. Вот 44-й номер на ваших экранах, 36-й Виктория Милина, как раз 44-й номер справа на экране, и 36-й Евгения Ощепкова, Тюменская область. Ну, продолжая спортсменки финишировать, у нас вот 27 уже лыжниц преодолела дистанцию, всего, напоминаю, было 58. Вот, ну, что, Андрей, можно сказать, вряд ли вас это выступление устроило. Или все-таки уже можно дать сноску Ольге Царевой, потому что уже не первая гонка, там уже во всех. Ну да, совершенно верно. Чувствуется усталость, несмотря на то, что Оля прошла всю дистанцию практически в лидерах, да, вот не хватило немножко такой свежести на финишном отрезке, вот на последнем километре, когда соперницы начали добавлять темпе, и более того, Ольга Репницына из Тюменской области задала такой темп на финиш, что даже никто не смог с ней соперничать. Вот так оно обычно и бывает, то, что человек, оказывается, ну, скажем так, сохранил чуть-чуть силы к финишу и подождал, пока все остальные, в общем-то, устанут. Вот. Добрый вопрос еще один пришел, Андрей, тут девушка пишет, не вопрос, даже мнение, наверное, высказывает, что кажется ей, что чемпионат России в любых видах должен освещаться на центральных каналах, в стране нет высших соревнований, ну, в смысле, более высших соревнований, и чемпионов России должны знать в лицо. 4 миллиона для трансляции нельзя было достать. Стоимость джипа, что дарит президент, опять ему попросить. Ну, мы бы скинулись, но вряд ли бы кто-то стал скидываться. Хотя это каналы должны были бы в очередь становиться, чтобы показывать такие соревнования. Ничего плохого не скажу про Сыктывкар, но может и стадион надо было подобрать другой, если на этом нельзя без больших затрат установить камеры. Обидно для нас, зрителей, не увидевших, не увиденных великих лыжников. Ну, что хочется, наверное, по этому мнению сказать. 4 миллиона, не к нам вопрос. Где было можно достать, и кто его должен был достать. И краундфандинговые платформы для чемпионата России, это вообще было бы нонсенс. То, что каналы должны были в очередь становиться, чтобы показать такие соревнования, возможно, но у нас действительно есть только один канал, показывающий спорт и его ветки, это Матч ТВ, и все вопросы, наверное, здесь уже к Матч ТВ, и который не хочет, видимо, за меньшую сумму снимать. Насчет другого стадиона, ну, давайте тогда все мы соревнования будем проводить в Ханты-Мансийске, в Тюмени, и, может быть, даже, ну да, Ханты-Мансийске и Тюмени. В принципе, в Архангельске я не помню, что была трансляция. Вот 2 города. Ну да, тут дело в том, что, понимаете, в общем-то, чемпионаты России у нас сейчас проводятся, стараются проводить в разных регионах, и более того, заявку-то Сыктывкар подает каждый год на чемпионат России, но дело в том, что как раз собирается президиум федерации, который определяет, где же в следующем году будет чемпионат. Естественно, что организаторы получают дополнительный импульс в плане развития. То есть вот у нас установили великолепное табло, у нас, значит, еще ряд, в общем-то, моментов сделали, отремонтировали что-то еще что-то и сделали. На стадионе были проведены работы тоже. Да, конечно, да. И трассу это нарезали. все дает движение вперед.
Вот, кстати, 45-й номер, наша Инна да. Костюченко финиширует, вижу. Ну и еще один момент же в том и каждый числе, регион получает импульс определенный в этом виде спорта. То, что показывает, хоть и сейчас вот мы понимаем, что это не идеальная трансляция, что она выглядит, ну, будем так говорить, ну, очень просто, очень по-простому, но тем не менее она есть, и давайте все-таки порадуемся. А я ведь читал комментарии, что вообще там такие, что ужас, зашатаешься. Вот. Ну а то, что, конечно, что надо сделать, да, это обязательно, дорогие телезрители, нужно писать. Вот. Но дело в том, что легче, ведь мы все говорим, надо вот то делать, надо вот это делать, надо следующее делать, надо еще что-то делать, надо там одним одно, другим другое. Вот это мы сказать все можем, а вот сделать, конечно, не всегда. Поэтому спасибо большое, кто организаторам трансляции в том числе, и организаторам вообще всего чемпионата, да, соревнований, что это у нас есть, хоть и, в общем-то, в такой урезанной форме, будем так говорить. Ну, а по организации стадиона я уж тут претензий у меня никаких и нету. Это одна из лучших. Может быть, она показывается. В данном случае нету возможности показать правильно. Но здесь уж судейская бригада у нас постаралась. И вообще судейская бригада в Сыктывкаре одна из лучших. То есть приглашают. И в Ханты-Мансийске они в том году работали. Судейская бригада наша Сочи работала в 2014 году. Наш Александр Иванов делал трассу в Сочи, то есть наш из Сыктывкара, то есть наша бригада сыктывкарская ценится очень высоко на российском уровне и на международном точно так же. Ну и завершая этот ответ на этот вопрос, хотелось бы отметить, что так какой мы тогда пропаганде, в принципе, лыжных гонок будем говорить, если у нас сейчас только 2 стадиона, которые способны обеспечить полную такую трансляцию со всех уголков, Ханты-Мансийск и Тюмень. Вот. Ну, какая тогда пропаганда, если у нас все время соревнования будут проводиться в Ханты-Мансийске и в Тюмени? Ну да, конечно. Вот. Кстати, в следующем году непонятно, где у нас чемпионат будет, уже известно. Вот, кстати, упустил этот момент. Вот точно не помню, я так думаю, что еще вопрос стоит пока. Ну, просто действительно все познается в сравнении. Может, там в следующем году условная Кострома какая-нибудь будет приводить чемпионат России, и мы посмотрим, как они будут справляться с этой задачей. Ну, я условно говоря. Кострома, конечно, не будет, да, там нужны определенные условия. Это я просто образно говорю. Не надо принимать так все всерьез. Да. Сумма перепадов высот должна быть, рельеф соответствующий, соответственно, расположение. Да, ну а пока мы видим, еще продолжают финишировать спортсменки, видим отставание уже больше 8 минут. Ну и, собственно говоря, Андрей Владимирович, спасибо большое за ваши комментарии. С вами было веселее смотреть. Спасибо вам. Спасибо. Все-таки есть. Мне очень приятно было посмотреть сегодня вот с точки зрения картинки, да, и более того, еще и разговаривать с вами о наших спортсменках, которые сегодня преодолели такую дистанцию 30 километров. Спасибо всем, кто послушал. Я так думаю, что в комментариях я все прочитаю, все критику про себя, да, и про вас. Ну, про меня-то уж точно. Но я попрошу, чтобы, в общем, все, что люди не стеснялись и писали, потому что это движет наш вид спорта вперед. Да, ну, наверное, поэтому завершаем нашу сегодняшнюю трансляцию. Увидимся завтра на мужском масс-старте, на мужских 50 километрах. Может быть, приведем тоже какого-нибудь гостя, но тут пока все тоже под большим вопросом. Да, спасибо большое, до свидания. Все, до будущих побед, до завтра.